Президента Украины просят проводить декоммунизацию, учитывая интерес крымско-татарского народа. С такой инициативой выступил активист Украинского культурного центра в Крыму Вильдар Шукурджиев. Он предлагает в рамках закона о декоммунизации присваивать украинским населенным пунктам, улицам, паркам с коммунистическими названиями имена выдающихся представителей крымско-татарского народа. Соответствующую электронную петицию активист зарегистрировал на сайте интернет-представительства президента. Для рассмотрения петиция должна собрать 25 тысяч подписей в течение 3 месяцев. Нас отфутболили опять на неопределенное время. То есть закон о декоммунизации будет применен в Крыму после деоккупации. То есть с таким итоговым заключением этот документ был опубликован. Выдвинул такую идею, как написать петицию для того, чтобы закон о декоммунизации был применен уже не с учетом оккупации, был применен непосредственно на материковую часть Украины. Что я хочу, что мы хотим? Чтобы ряд площадей, городов, улиц, населенных пунктов были переименованы в рамках декоммунизации, но уже с учетом крымско-татарского фактора. То есть у нас много достаточно исторических личностей, у нас много достаточно героических личностей, которые себя хорошо героически проявили во Второй мировой войне, которые проявили уже в рамках истории современной Украины. Достаточно вспомнить Ришата Аметова. Появляется одна кандидатура, это Мустафа Гаджимилев, например. У нас достаточно большой потенциал в научной, например, профессор Апазов. То есть, переименовывать есть в кого. Не нужно ждать, когда произойдет деоккупация, для того, чтобы нам вернуть наши же исторические названия.